мой родной край, мой любимый Байкал, моя Бурятия, Улан-Удэ. Вот, мне по роду деятельности очень довольно часто приходится уезжать в другие города, даже в другие края. И как бы я вот что заметила с собой особенность одну, как бы я не наслаждалась природой, отношениями новыми, да, новыми людьми, знакомствами, архитектурой прекрасной, чем-то еще, какими-то музейными экспонатами, редкостями. Я понимаю, что на 7-й день меня тянет сюда. Меня тянет сюда, в мою родную Бурятию, в мой солнечный край, прекрасный, в мой родной город. Даже когда приезжаешь с относительно других городов, Сибири и даже куда-то еще крупнее западных, ты понимаешь, насколько он маленький, насколько вот все здесь так компактненько, и, возможно, даже и 2 машины где-то не развернутся, да? Но это твой родной город, и ты с этим вот ностальгическим ощущением ничего поделать не можешь. И я для себя поняла тогда уже, наверное, времена моей молодой молодости, что этот край будет со мной навсегда, вернее, даже не край будет со мной навсегда, а я буду в этом крае навсегда. И в случае необходимости я просто буду уезжать, но возвращаться я всегда буду сюда. Потому что знаю по опыту своих подруг, своих знакомых, которые в молодые годы еще уехали, улетели, упорхнули из гнезда родного, также пишут, также звонят и говорят о том, что все равно, как бы там ни было, они скучают вот по Бурятии. Ну, конечно, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, у кого-то уже там привязка сильная, да, какой-то якорь образовался в виде семьи, детей и так далее. Может быть, где-то и лучше этому человеку, чем в Бурятии. Но, во всяком случае, мое отношение я выработала к своему краю уже давно, уже в молодости. А сейчас вот уже в среднем возрасте я знаю, что от Байкала я вообще никуда не уеду, потому что если я хотя бы раз летом не съезжу к нашему батюшке родному, к нашему великому могучему морю, я буду потом, наверное, все-таки очень жалеть весь год об этом, поскольку там набираюсь сил, поскольку Байкал позволяет созерцать вот эту вот необозримую вот эту чашу энергетическую, водную, волшебную, и понимать, насколько вот мир на самом деле суетен. И, может быть, те проблемы, те вопросы, которые на данный момент ты погружен, они, возможно, не так существенны по сравнению с тем, что вот ему 25 миллионов лет, и он живет, несмотря ни на что, и он будет нашим спасителем, что ли, нашей вот этой вот какой-то страховкой на случай вот всяких нехороших вещей. Ну, даже, наверное, в общем, измерить вот эту тягу, даже это не ностальгия, это просто как-то вот твое отношение к тому, что, ну как еще вот говорят, да что уезжать надо, валить, да, надо даже, вот знаменитый там блогер, как-то один там, ну мы знаем, известный блогер бурятский, говорил, валить надо, а даже не он говорил, а кто-то, подождите, кто же это говорил, надо валить. А мне кажется, что везде хорошо, где нас нет на самом деле, и раз ты родился, вот где родился, там и сгодился. Это не нами придумана поговорка, наверное, спокон веку все-таки так идет. Надо поднимать здесь, надо здесь работать. Надо работать на расцвет того места. Надо заботиться о том месте, где ты родился, где живут твои дети, где твои предки похоронены, где, возможно, будут жить и живут твои дети, и внуки, и правнуки. Так вот, в молодости ты этого не понимаешь, возможно, просто какими-то живешь другими совершенно ценностями, а вот уже в средние года приходит осознание того, что земля-то это наша, ее надо беречь, а мы же не зря на ней родились. Зачем мы поедем куда-то в другое место?
здесь нужно созидать, здесь нужно плодиться и размножаться, и делать нашу землю красивой, удобной для проживания, для всех людей, и для тех, кто здесь родился, и тем, кто приедет к нам. Я так думаю. Вот. А чем отличается Бурятия, хуже или лучше? Да ничего подобного, я вообще такой вопрос не приемлю. Ну, может быть, где-то инфраструктура лучше. Где-то, может быть, лучше в социальном плане живется. Где-то, может быть, лучше в том, что там 25 градусов по Цельсию ежегодно. Да? Нет необходимости наряжаться в шубы, в шапки, летом ждать зимы, а зимой лето. Нет, мне кажется, этот вопрос вообще неправильный. Вот если тебе хорошо, значит тебе будет везде хорошо. Может быть, я, с одной стороны, все-таки такой местечковостью страдаю в какой-то мере, патриотизмом, может быть, или... Но мне кажется, хотя сейчас, вот как говорят, мы люди мира, да, нам хорошо, мы приехали в Германию, нам там хорошо, мы приехали там в Швейцарию, нам прекрасно, мы поехали в США, нам там еще лучше, мы приехали в Бурятию, тоже неплохо. Вот. А я все-таки считаю, нет. Я убеждена, что твой родной край, твоя родная земля, она тебя питает, она тебя вырастила, и она тебе дает силы в самые трудные моменты. Вопрос в другом, просишь ли ты их у родного края, у земли? Вот это вопрос уже в другом. А у людей, может быть, нужно иногда выходить из своей скорлупы и оглянуться, и посмотреть, что рядом-то люди живут, и эти люди прекрасные. И как ты будешь к ним относиться, так они будут к тебе относиться. И не думай, что ты один. Вот мы же все земляки, это же не просто так, это же очень здорово, мне кажется.